в 865 году. Строят они вот эту церковь как памятник своему терпению, что мы 33 года платили, и вот наконец-то выплатили. Это надгробие середины 17 века. Это очень хорошо изученный орнамент, так называемый орнамент с каннелюрами. Вот эти выемки называются каннелюрами. Этот формат может решить две важные задачи. Во-первых, сохранение политически важного места для Ижевского, потому что это памятник крестьянам, и все эти надгробия — это надгробия тех самых крестьян, которые полжизни положили на то, чтобы выкупиться из крепостничества. Это во-первых. А во-вторых, это сохранение, собственно, вот этой образцов мемориальной культуры. Для сегодняшних жителей, конечно, тема лапидария, каких-то исторических надгробных плит, она совершенно отдаленна. Сегодня житель пока не понимает, насколько ценно или насколько ценные вещи находятся рядом с ними, да? Крестьяне здесь пахали где хотели, сеяли где хотели, охотились где хотели и жили, в общем-то, вольготно, накапливали излишки и расширялись поэтому. Поэтому вот все это богатство, которое мы видим в Ижевском, все эти крестьянские дома роскошные с вычурным декором, это все следствие вот этой свободы. Такой уровень самоуправления можно представить себе там на русском севере или где-нибудь на Дону в то время. Но в средней полосе, когда в годы после декабристского подавления, декабристского восстания, крестьяне сами выбирают себе на районе бурмистров на прямых выборах в совет, который управляет селом там, за 100 лет до Советского Союза, это, конечно, уникальная штука. Просто я предупредил, что я вот там буду делать то-то, и все и в администрации, и в церкви священнику сказали, ну, хорошо, делай. Ну, то есть вот это какая-то такая история, как должно быть всегда, без каких-то бумаг, там, без вот этих всех там подписей, печати. Ну, как бы культура, искусство принадлежит народу. Где был фотограф, который отснял просто фотолетопись села. Там и портреты, и архитектура, и природа, и какие-то репортажные снимки, праздники какие-то, там День независимости. Филатов — это как бы проводник вот в эту историю с Днем независимости, поэтому есть смысл делать этот музей как какую-то точку, вокруг которой будет складываться инфраструктура, может быть, какой-то фестиваль. Это все равно, что в свое время Циолковского обсуждали, какой был чудак, у него все взрывалось, все горело, непонятно, чем он занимался, а после революции он достиг огромных высот. Поэтому как раз вот в этом плане, что здесь нужно как раз собрать тот коллектив, тех зажигалок, да, людей, которые могут сделать вместе.